Я хочу просто, чтобы к нашему разговору присоединился еще один человек. Это почетный гражданин города Набережные Челны, заслуженный работник культуры Татарстана Валентина Нурмухаметова. У нее другое мнение о даре Рамиля Гарифуллина. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Можно я чуть-чуть только постою, а потом присяду? Мошенник, шарлатан, развратник. Валентина Аблакатовна, присаживайтесь, пожалуйста. Вы знаете... Тоже такие обвинения прозвучали из ваших уст, практически такие же, как из уст Алана Владимировича. На чем они основываются? У меня в 2005 году в семье случилась большая трагедия. У меня дочь просто простыла, заболела, пошла в больницу сдавать анализы. И все это закончилось тем, что у нее рак 4-й степени. Девочка никогда не болела, ни на что не жаловалась. Работала здесь в Москве, жила в Москве, кандидат психологических наук. 27 лет стала кандидатом психологических наук. Естественно, я приехала в Москву. Мне сказали, еще повторно сдали анализ, через неделю вам пришлем анализы. Давайте еще подождите немного. Мы уехали в Набережные Челны. Через неделю приходит результат. Да, подтверждается, рак 4-й степени. Рак чего? Решили сделать операцию. Рак чего? Рак 4-й степени желудка. Ага. Какого органа? Скрыли и закрыли. Желудка. И сказали, вашей дочери осталось жить 3 месяца. Когда мне сказали, уже ничего невозможно сделать, но можно обратиться, чтобы нетрадиционные методы, может быть. И я услышала, вот был целитель. Приехали к нему. Говорим, вот такая ситуация, Рамиль Шамсрахманович. Вы знаете, я, конечно, понимаю, но очередь онкобольные у меня на 3 года расписаны. Он мне говорит, на 3 года расписаны. Смотрите, какой великий. Я тоже у него спросила все его регалии, он мне все рассказал. Значит, он закончил медучилище, мединститут, доктор медицинских наук, он. И что вы думаете? Он говорит, ну, в общем, взял паузу, я подумаю. И запросил с нас 2,5 миллиона. Вы знаете, вот в тот момент, вот верите, искренне вам говорю, это даже мы не подумали. Вот мы не бедные люди, наша семья, но в тот момент у нас наличных денег не было. А муж как раз купил машину 1 800 000. Мы ему говорим, возьми эту машину. А он говорит, нет, машину не надо. Вы должны через коммерческую структуру перечислить. Все продумано. Простите, пожалуйста, я просто хочу у Рамиля сразу уточнить. Скажите, пожалуйста, а вы действительно вот такие большие деньги берете со своих пациентов за лечение? Этого не было, и я могу Вот у меня поклясться все перед документы. Всевышним. Можно я выскажусь? В течение 5 лет она постоянно пишет жалобы в комиссии. Каждый год все проверяют. Хоть бы один факт подтвердился бы. Вот смотрите. Сейчас, Вот. Елена, а вы сколько заплатили за лечение? 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, а вы с дочерью обратились к Рамилю для того, чтобы он помог вашей дочери? Да, он это нам по блату вне очереди взял нас. Вы нашли эти деньги, Мы которые... эти деньги, он как раз собрался ехать в Башкирию, в Юматово. Он везде арендует, тогда же центра же не было построенного. Он едет в Башкирию. Я отправляю свою дочь вместе с моим сыном. Сыну тогда было 16 лет. Вместе с сыном они едут в Юматово. А я занимаюсь деньгами. Где же найти деньги? Мы обращаемся тут, в Москву, там, где работала наша дочь. Они перечисляют 850 000. Находим еще одну структуру, которая перечисляет 600 000. Итого 1 450 000 мы перечисляем ему. Но он меня каждый день подгоняет. Если вы не перечислите, то все, она не будет выздоравливать. Рамиль, но вы получили эти деньги? Вот документы, вот документы, вот здесь документы. Можно Я я все принесла, все документы здесь. Теперь дальше. Прилетает, он говорит, вот завтра из Москвы прилетает самолет с лекарствами. А лекарства, здесь медики есть, кардицепс и все китайские пищевые добавки. Вот мне сын там находился, говорит, никакого самолета не было, никуда он не ездил встречать. Мы когда приехали, он из машины, в котором они ехали, все эти коробки разгрузил. Я вам хочу сказать, что этот человек обманывает всех. Он придумает все, что угодно.
После этого, как он лечил, они вернулись через 14 дней. Дочь была дома. Он опять эти лекарства принесет, гипноз сделает, опять уехал. И всегда мне заверяет, ей будет скоро лучше. Вы знаете, один какой-то момент был, вот говорят, у всех онкобольных какой-то период становится какое-то облегчение. Это как раз перед смертью. Этот случай был. И я обрадовалась. Дочь говорит, мам, я что-то кушать даже захотела. Я от счастья бегу ему, говорю, какой ты молодец. Но она мне что сказала? Мам, когда мы были в Юматово, мне что-то не понравилось его поведение. Он что-то, по-моему, не очень-то прилично относится к женщинам. Как Я, вам дочь, не стыдно? не обращай внимания. Ты знаешь, бывает такие у мужчин. Понятно. Можно Рамиль ответит вам? В течение 5 лет она все делает о том, чтобы ко мне пациенты не попадали. Она созванивается моим медицинским специалистам. Она говорит, я тебя болью Посмотри, кислотой, повернись на дочь, соответственно, повернись, всех свинья, моих повернись. генералов, которые были на Повернись. открытии этого центра, соответственно, когда мы создавали этот медицинский центр, Миша, то, извините, соответственно, пожалуйста. Сейчас, секунду. Но он будет сейчас бред нести. За 10 дней до смерти дочери приезжает, вот сейчас я вам точно, единственный свидетель, кто к нам приезжает Алла Пугачева. В этой же профилактории, где мы лежим. Он приходит ко мне и говорит, Алла Борисовна хочет прийти к Альфие, к дочери. Я прихожу к дочери и говорю, дочь, Алла Борисовна приехала. Я по своей наивности говорю, какой молодец. Пригласил Аллу Борисовну поддержать мою дочь. Она потому что весь репертуар Алла Борисовна пела. Она ее безумно любила. И вы что думаете? Дочь говорит мне, мам, ну неужели ты ничего не догадываешься? Мама, я ведь умираю. Первый раз за все время сказала, я ведь умираю. Никакую Аллу Борисовну я видеть не хочу. Мама, она приехала делать рекламу ему. Ну неужели ты, взрослая женщина, не догадываешься? Алла Борисовна переночевала 2 ночи в этом профилактории и уехала к одному бизнесмену и жила там еще неделю. А скажите, Отдыхала. пожалуйста, Рамиль, а что делала? Зачем приезжала Алла Борисовна к вам? Алла Борисовна ехала на лечение своей подругой в санаторий «Жемчужина». Через 2 дня я говорю, Алла Борисовна, чтобы вас не беспокоили, легче курсы провести, я говорю, будет намного лучше, если мы в базу отдыха вас переведем в Сосновый Бор. Все, 8 дней там с ней я работал полный курс. То есть Аллу Борисовну вы не лечили? Лечил, как не лечил. Вот он дал интервью, что он лечил от онкологии. Пусть она слышит, Алла Борисовна, какой же онкологии он лечил. И что вы думаете? Где я дал интервью? Вот, он врет все. Вы знаете, он все врет. Секундочку, Я ходила Валентина на сеанс. Аблакатовна, Миша, секундочку, только давайте так, чтобы все гости, которые пришли в нашу студию, они тоже смогли тоже поучаствовать в сказать, вашей можно беседе. сказать, Да, Василий Иванович, да. Можно сказать, я онколог. Но то, что перед нами сидит преступник, вне всякого сомнения. Шарлатан, это мягко сказано. И интеллигентный человек, Алан Чумак, сказал, что вы преступник. Сегодня вы пытаетесь нам говорить, что вы лечите. Вы не лечите, а калечите. И то, что вы привели эту женщину и сказали, она говорит, не вы, она говорит, что у нее там были тромбоэмболия легочных сосудов. Если это было так, а ее бы не было в живых. Не было никакой тромбоэмболии. Да, может быть, у нее там расширенные вены на ногах были. Это возможно. Был какой-то флебит. Но от тромбоэмболии просто так излечить невозможно. Вы знаете, что такое тромбоэмболия? Знаю, очень хорошо знаю. Почему заслуженная артистка России считает Рамиля Гарифуллина гением? Мы в прямом эфире.